Anzveye şu aga dahmostudi. Onu qurmozichi yashkacha tatmost qol. Алло. Бисмиллахиррахманиррахим. Школьники впервые оказались на таком трудолюбивом поприще. Здесь ребята могут не просто увидеть, как добывается мед, но и погрузиться в тонкости профессии бортника. Потомственный пчеловод Хамзат Хамчиев начинает экскурсию с рассказа о дымаре и его главной функции в пчеловодстве. Дымар халсаги, ярхалсагашта о курбу, о курхабыш болушбок, ура нокормоз, адати гачится нокорже, успокоение хулцан. И я не могу, то моц хабак дол нокормозу. Солт я юту лутцан. Яра дымар цул калели жер. Тревожность айвал. Дымарь подействовал безотказно. Пчелы на рамках улья стали настолько безобидными, что их можно брать в руки. Школьники вблизи рассматривают насекомых и собранный ими мед, а также узнают, что в улье живут пчелы продуктивных пород Бакфаст и Карника. Сегодня я узнала, как вблизи все выглядит, как они живут. Это было очень классно, мне очень понравилось. Хамзат Хамчиев, потомственный пчеловод с 14-летним стажем, рассказывает, что пчелы зимуют в ульях с ноября по февраль, а весной совершают первые облеты. Интересно то, что последнее поколение пчел живет до полугода. Настолько важна пчела в жизни человека в этом мире, можно сказать. Если не будет пчелы, не будет опыления. Это самое главное, то, что нам сейчас в данный момент нужно. Без опыления этот мир как бы вот не может состояться. Пчела, она такое создание, что его невозможно заменить. Она летит 5-6 километров, чтобы принести маленькую капельку нектара. Следующий этап экскурсии для учащихся — знакомство с высокими технологиями. На заводе Ачалуки школьникам показывают, как сырье, то самое молоко и полезные добавки превращаются в готовую продукцию. Строгий контроль качества, работа технологов и лаборантов. Здесь можно увидеть полный цикл современного пищевого производства. Поступают к нам в таком виде стеклянные бутылки. Этот проект направлен на профориентацию школьников, начиная с 6 по 11 класс. И на данный момент уже около 37 миллионов школьников прошли профориентацию, были зарегистрированы на платформе «Билет в будущее». 38 тысяч школ примерно уже участвуют в проекте. Из них 120 школ по Республике Ингушетия. Для школьников готовится интересная программа. Центр опережения профессиональной подготовки проведет экскурсии по знаковым местам. Ребята смогут побывать на башне Согласия, мемориале памяти и славы и в новом питомнике Раян. Мадина Богатырева, Акрам Адасхоев, Магаз 24.